Сегодня во время заседания депутатов стало известно, что группа нардепов из порядка 20 человек подготовила документ о вотуме недоверия спикеру парламента Канату Исаеву. Пока неизвестно, кто инициатор и что именно послужило сбору подписей. Отметим, что у нынешнего Торага богатая биография. В 2016 году ГКНБ на него возбудило уголовное дело из-за того, что он незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании. В январе 2018-го суд приговорил Исаева к 12 годам лишения свободы. Но уже в июне 2018-го Бишкекский горсуд переквалифицировал дело и закрыл его за сроком давности. В 2017 году Канатбека Исаева задержали сотрудники ГКНБ. Госкомитет отмечал, что по имеющимся материалам уголовного дела было установлено, что для привлечения к участию в массовых беспорядках непосредственно Исаевым передана крупная сумма денежных средств представителям организованных преступных группировок, а также рассматривалась возможность вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране. Спустя 9 месяцев дело Канатбека Исаева отправили на доследование, а его самого выпустили из СИЗО ГКНБ под домашний арест. Затем он принимал активное участие в деятельности Жогорку Кенеша, а теперь он возглавляет парламент. И неясно, продержится ли он на этом кресле до повторных парламентских выборов. Некоторые парламентарии оценивают выдвижение недоверия к Торага как политическую игру. У него первая ошибка, что он передал полномочия, потому что он не имел этого сделать, так как это его личное полномочия, потому что это парламент, вот депутаты дают такого полномочия, и он передал. Народ поэтому сегодня не понимает, почему они друг другу передают полномочия, это собственность, что ли. Одни думают, что это приведет к стабилизации, другие думают, вовремя используют такие моменты. Эту информацию подтвердили и другие депутаты. По их словам, в действительности сейчас члены Жогорку Кенеша готовят документ о вотуме недоверия к спикеру. Как сообщил Джанар Акаев, есть информация, что Канат Исаев планирует участвовать на президентских выборах. И в этом случае будет лучше, если Торага добровольно уйдет с поста. Сейчас я думаю над этим. Ничего не подписывал. Я считаю, что с учетом того, что спикер будет его президента, то это кресло должен занимать какой-нибудь весомый человек, у которого есть опыт и уважение среди народа. Я слышал, что кандидатуру снова выставляет Мыхтыбек Абдылдаев. Я считаю, что мы должны поставить Аксакала политика. Еще одним из главных претендентов на пост Торага, по информации нардепов, является Талант Мамытов, который ранее был одним из инициаторов изменений в Конституцию и проведения референдума. Что интересно, сам Мамытов не стал раскрывать подробности, даже сказал, что не в курсе о подготовке документа о выдвижении недоверия. Однако депутат сообщил, что готов занять кресло спикера в случае выдвижения его кандидатуры. Я сейчас не могу сказать. Это инициируется, но есть и другие кандидаты, возможно. Я однозначно не могу сказать. Конечно, в средствах массовой информации такая информация есть, но я думаю, со временем это разрешится. Нет, ко мне не подходили, нет. Ко мне нет. Не подходили. Между тем, сам Канат Исаев проинформировал журналистов о том, что только что узнал о сборе подписей о выдвижении вотума недоверия в его адрес. Исаев отметил, что не понимает, по какой причине его коллеги не хотят видеть его в качестве руководителя Жогорку Кенеш. Нет, таких оснований, конечно, нет. Вы сами были свидетелями. Поэтому у инициаторов надо спросить, если кто инициатор. Если этот вопрос будет рассматриваться на повестке дня, естественно, зададим вопросы. А вот некоторые депутаты говорят, что вы сами еще можете написать заявление. Нет, пока об этом речи нет. Вы знаете, кто собирает подписи? Это на уровне слухов.
Вопрос о вотуме недоверия депутаты, возможно, будут рассматривать завтра на сессии парламента. Отметим, что для выдвижения вотума недоверия необходимо 2/3 голосов депутатского корпуса, а точнее 81 голос депутатов. Если Талант Мамытов станет спикером парламента, то в дальнейшем, если Садыр Джапаров покинет свой пост для того, чтобы участвовать в президентских выборах, Талант Мамытов станет исполняющим обязанности президента. Айдан Атбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.